ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Основы религиозных культур и светской этики. Этот школьный предмет отнюдь не нов. В обязательную программу его ввели еще в 2012-м. С тех пор родители и педагоги не могут определиться, какой же из модулей наиболее приемлем для школьников. Всего их 6. Православная культура, ислам, буддизм, иудаизм, все мировые религиозные культуры и светская этика. Родители чаще выбирают последнюю, светскую этику. Но есть и сторонники православной культуры. Это мировоззренческий курс. Мы не учим детей молитвам. Идеология, которая пропитывает учебник православной культуры, она, на наш взгляд, как раз способствует главной задаче самого предмета ОРКС. Это нравственное воспитание личности. Что именно будут изучать четвероклашки в следующем году, решится 25 мая. А пока духовно-просветительский центр Сретение совместно с тьютором ОРКС, а по-русски говоря сопровождающий предмет, выступили с инициативой общегородского родительского собрания. Состоится оно 16 марта. В целом же ОРКС – курс мировоззренческий. На сегодня учителя разделились на 2 группы – преподаватели светской этики и православной культуры. Объединяют их 3 основные линии – Родина, семья и добро. У каждой из 2 групп свой руководитель. Безусловно, человек, который ведет этот курс «Основы православной культуры», наверное, он должен быть и воцеркленным отчасти человеком, чтобы понимать основы, чтобы суметь донести. Но здесь должна быть очень тонкая грань, потому что мы знаем, что мы в светском государстве, и школа отделена от церкви. Основная трудность это в том, что сегодня преподаватель, который будет вести эту дисциплину, именно модуль православной культуры, он сам внутренне не готов к тому, чтобы донести до ребенка именно так, как это сегодня должно быть с позиции православной церкви. По статистике, ислам, буддизм и иудаизм из года в год выбирают лишь единицы. В этом же году из 1205 обучающихся ни одну из этих религий никто не выбрал. Православию отдали предпочтение 177 учеников. 883 человека планируют изучать этику. На мировых религиях остановили свой выбор 146 учеников.